Ну, действительно, поездив 13-го, получается, в пятницу мы увидели о том, что да, есть и негативные последствия, о том, что есть нарушения антиковидных требований, указанных в указе главы. Но в то же время мы видим и положительные моменты в этих проверках, о том, что все же как-никак, но бизнес пытается соблюдать антиковидные требования. В частности, уже обязательно это у всех работников есть маски, они ходят в перчатках, стоят санитайзеры, имеется где-то пропускной режим, у всех есть, допустим, рециркуляторы у большинства заведений. То есть бизнес пытается приспособиться, и это видно. Между тем, иногда все же не успевает дорабатывать. То есть действительно, в основном нарушения не связаны это со скоплением людей. То есть очень трудно контролировать людей, когда они собираются, тем более молодежь. Все равно молодежь хочет погулять, они хотят там послушать музыку, потанцевать. И как бы ни старайся, но некоторые заведения направлены на молодежь, а молодежи объяснить о том, что вот мы включим заглушенную музыку, здесь нельзя танцевать, и вы должны только пить пиво и пить капучино, больше здесь делать ничего нельзя. Но тогда у бизнеса вообще не будет денежных средств на существование. И так вот, сколько мы проехали, пообщались с предпринимателями, они все говорят о том, что выручка во время пандемии упала, это в лучшем случае в 2 раза, а так до 4 раз выручка падает. Удар, от которого, к сожалению, большому, индустрия, будем честны, не оправится уже никогда. То есть очень многие заведения попросту закрылись, кто-то обанкротился. Кроме того, если смотреть, опять же, эти антиковидные требования, предприниматели и так загнали в угол, то есть они фактически могут сейчас использовать только 50% от своей площади, что уже бьет по бизнесу, это уже удар, уменьшение выручки в 2 раза. Опять же, закупать вот эти все антиковидные требования, это еще раз бьет. Сейчас еще и время ограничили, то есть до 12, то есть бизнес уже к закрытию должен готовиться в 11 часов. А весь народ, он только в 11 часов и подтягивается. То есть это опять бизнес очень много теряет денежных средств. И фактически сейчас вот все предприниматели, они вот находятся на грани выживания и на грани хождения по лезвию ножа. То есть сюда и туда, там тебя рубят, а здесь тебе нужна и прибыль. И как бы получается, сейчас все предприниматели фактически работают как бы в догонялке кошки-мышки. Понятно о том, что более крупные предприниматели или такие более солидные заведения, им легче приспособиться. А вот маленьким заведениям, в котором каждое место оно дорого, то здесь вот очень сложно. Сейчас все, что остается, это вот взаимовыручка, потому что когда все это спадет, у нас останется, дай бог, наверное, 3-4 крупных заведения, парочка мелких, и индустрия будет просто голая, потому что остальные просто не выживут. И да, вот еще один момент, который мы вот выявили, разговаривая со всеми, они говорят о том, что до них не доходит вот эта вся информация. Но не то, что не доходит, у нас в Роспотребнадзор тоже звонил, они говорят, вся информация размещена у нас на сайте, смотрите, Министерство предпринимательства тоже говорит, у нас вся информация размещена на сайте, читайте и как бы пользуйтесь. Смотрите, вот вы говорите, что Минпред, вот все, к сожалению, структура, которые должны поддерживать предпринимателей, они вас не информируют вообще, как должно было быть, да, по идее. Вы же согласитесь, что вы не знаете, к сожалению. Дали направление на указы, которые есть на сайте. Есть указания, которые есть на сайте. Но между тем, вот и с самими проверяющими, когда мы ездили, некоторые требования и нормы, они не всегда понятны не только как для предпринимателей, но и для проверяющего. И вот это получается, какие-то запреты, они уже вырабатываются в ходе вот этих проверок и начинается уже домысливание вот этой нормы. Допустим, также по спецпропускному режиму. Что это должно быть? Вот предприниматели до сих пор не понимают, что мы должны сделать, чтобы этот спецрежим мы соблюдали. И на этот повод до настоящего времени еще нет, получается, разъяснений. Единственное, опять же, как домысливают все, это обязательно должен быть человек, который встречает и проверяет температуру, и обязательно должен быть приказ о вот этом допуске. И если приказа нет, у тебя вроде бы и спецдопуска нет, но хотя человек стоит и проверяет. То есть вот такие вот вроде бы маленькие моменты, и они не совсем понятны. Опять же, вот по рассадке людей. Вроде бы нам сказали о том, что люди должны, там, допустим, находиться
2 метрах. Опять же, за один столик сколько человек можно посадить, если это компания? 2, 4, 5, 6. Вот опять же мы сходили, и сидит компания молодых людей. Они празднуют там, ну не празднуют, а встретились. Их там сидит 10 человек за одним столом. Вот как официанту объяснить, и сколько из них должны за этим столом сидеть, и сколько за другим столом сидеть? Вот это вот тоже не совсем понятно. Особенно, чтобы молодые люди это поняли. Да, ну нужно это еще донести. То, что... Да, ну хотя бы нужно сказать о том, что в этом правиле написано то, что вы должны за столом сидеть там, допустим, 4 или 5 или 6. И, ну, у нас, конечно, веселый день рождения получится. Именинник там с столом далеко. С днем рождения! Но мы вот в рамках программы «Стоп ковид», то есть сейчас «Опора России», оно как бы пропагандирует, чтобы все предприниматели соблюдали требования Роспотребнадзора. И 24 ноября мы хотим провести совместно с Роспотребнадзором семинар, в котором бы специалисты Роспотребнадзора разъяснили как раз вот эти требования, и предприниматели могли бы уже напрямую задать вопросы, как и каким образом соблюдать те или иные меры. Кроме того, мы хотели сами встретиться с Роспотребнадзором, но это пока на уровне переговоров. Это о том, чтобы кому-нибудь выйти и показать это, как соблюдать те или иные нормы и требования по ковидам на месте. Мы вообще выявили такие проблемы о том, что вообще предприниматели сначала проверяют, потом информируют. Это раз. Во-вторых, мы смотрим о том, что да, административная комиссия ездит, проверяет, старается это делать более лояльно, но в то же время мы видим о том, что параллельно ездят у нас 2 проверки. Проверка Министерства предпринимательства и проверка административной комиссии. Вот эти у нас проверки, они фактически у нас никак оторваны друг от друга. То есть в одно и то же заведение за одну ночь может заехать 2 проверки. Что я считаю вот недопустимым, и это нужно как-то контролировать. Вот просим, обращаемся даже к прокуратуре города, чтобы здесь, может быть, немножко навели порядок. И если такие проверки проходят, они были более понятны для предпринимателей и более организованные. То есть это не просто мы вот захотели и поехали кого-то проверять. Одни здесь, одни в другое место, и где-нибудь мы встретились. И таким образом получается излишнее административное давление. Конечно, проверять с одной стороны и нужно, чтобы соблюдали, но и нужно и разъяснять, то есть не только наказывать. Опять же, показательно выпустили распоряжение, приехали, проверили, оштрафовали, и потом только предпринимателю объяснили, как необходимо соблюдать то или иное требование. Ну и предприниматель говорит, еще не было разъяснений, меня уже оштрафовали, и очень показательно он сказал, я впервые сидел в суде, где меня осудили на 100 тысяч за 6 минут. Нет, поддержек мы никаких не получали, никто и не предлагал, то есть, будем честны, все, что мы пока получили, как говорится, это регистрацию нарушения, рекомендации к изменению, к их пресечению и самое быстрое решение суда за 6 минут, которое мне вынесли, соответственно, при слушании. Привлекли к чему? Нас, получается, поскольку мы ранее ни в коем случае никогда не привлекались к административной ответственности и вообще не нарушали ни одного законодательства, нас обязали, так сказать, к минимальной выплате, а именно штрафу в 100 тысяч рублей. То есть фактически тогда, получается, предприниматели с его проблемами не засушивали. В чем тогда проблема административной комиссии? Минпреду подготовить документы, какие-нибудь брошюры, передать это в административную комиссию. Если административная комиссия видит о том, что там не такие грубые нарушения, или предприниматель в чем-то недопонимает, дать ему, допустим, памятку там какую-нибудь. А может быть, именно было бы вот именно организовывать рейды не с целью наказать, а с целью разъяснить те или иные, там, допустим, требования антиковидных норм. Предприниматели сейчас находятся в очень сложном положении, но тем не менее я бы все равно призывал всех предпринимателей соблюдать максимально вот эти требования, так как от соблюдения антиковидных требований зависит здоровье граждан, наших, получается, с вами клиентов. Но и если мы не будем соблюдать, мы опять же кидаем негативную тень на нас, предпринимателей. Поэтому прошу вот всех соблюдать. Если мы будем все соблюдать и наше руководство будет видеть о том, что предприниматели все добросовестны, возможно, скоро мы и увидим послабление по ограничительным мерам.